в составе самого полка были иностранцы, были шведы, были, видел, французы были, вот, были инструктора иностранные. Так вот, именно иностранцы, они пользовались иностранным вооружением. У них были винтовки иностранного образца, по-моему, FN-2000, если я не ошибаюсь. У них были средства связи, ну там какой-то этот, не знаю, они там навороченные, даже не знаю, как оно работает, то есть станции там специальные такие, вот, ну также были средства для обнаружения артиллерийской разведки, можно так сказать. Я их лично не видел, но про это слышал, что такие средства существуют. Основной костяк батальона, ну и впоследствии уже полка Азов, это люди с националистическими взглядами. Причем, ну, туда сами, как бы, люди, набор идет такой, что туда сами идут люди уже подготовлены, им там даже не надо почву подготавливать, там промывать мозги, там люди уже идут туда с промытыми мозгами, вот, националистические. В принципе, да, там использовались, ну, в составе нашего как бы, отделения этого не было, потому что, ну, это как бы уже боевое отделение. А вот на курсе молодого бойца там регулярно читается молитва украинского там националиста, декалог украинского националиста и прочее.